Доброе утро, дорогая республика. Телеканал Якутия-24 приветствует всех, кто уже проснулся и в 7:00 смотрит телеканал Якутия-24 и НВК Саха. И я, Дарьян Кехова и Павел Танин, рады приветствовать вас в этот замечательный понедельник. В этот замечательный последний день марта еще, помимо прочего. Поэтому, что ж, это сам, как говорится, Бог велел нам сегодня с улыбкой на лице весь день провести. Мы, конечно же, поможем по традиции вам это сделать. Зарядим хорошей энергией с самого утра. Ну и говоря про последний день марта. Март, на самом деле, выдался в плане погоды таким, нестабильным, во всяком случае, в Якутске, да, потому что ночью были очень относительно холодные температуры, днем уже становилось теплее. И вот эти качели температурные, мне кажется, тоже свою какую-то коррективу в жизнь людей, конечно же, внесли. Ну и, как всегда, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. А если вдруг вы что-то упустили или у вас есть какие-то идеи, предложения, вы всегда можете написать в наш телеграм-канал. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. Сканируем, добавляемся в нашу большую утреннюю семью. И, собственно, может быть, вы станете участником нашего прямого эфира. Да, а раз я уже сказал про погоду, которая была в марте, давайте узнаем, чем же последний день марта в плане температурного режима нас может сегодня порадовать. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 20 градусов. В Заречной группе 23,6 ниже 0. В южных 15,5 со знаком минус. В Вилюйской 9,1 градус мороза, в Нижнеленских 13,8 ниже 0, в западных минус 6. В Колымаге-Гирской группе Лусов 31,13 со знаком минус, в Янских до 33 градусов мороза. На северо-западе 28,5 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем пасмурно без осадков. Ветер также юго-восточный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 3 градусов. Когда же будет плюс? Уже так хочется увидеть плюс 1 хотя бы. И мне кажется, уже тогда точно можно сказать, что весна наступила. Какой-то психологический барьер, для тебя, плюс 1. Об этом чуть позже поговорим. А сейчас утро начинается, первый день недели. И пока мы спали все вместе с вами, дорогие друзья, в Кембриджский университет вернули стрелку уличных часов, похищенную почти 100 лет назад. Вернула ее Трикси Бейкер. Она унаследовала часовую стрелку после смерти своего отца Джеффри Хантера Бейкера, выпускника Кембриджа, который умер в 1999 году в возрасте 83 лет. Во времена студенчества мужчина и его приятель под покровом темноты вынесли детали из колледжа и заменили их картонными копиями. Руководство университета тогда заменило стрелки, но имена похитителей оставались неизвестными до сих пор. Теперь недостающие детали поместили в архив, где также хранятся другие свидетельства о проделках студентов. Как сказал архивариус университета Джеймс Кокс, изучение о студенческих выходах – это часть долгой и разнообразной истории колледжа. Хотя учреждение не поощряет студентов принимать участие в таких розыгрышах, там все равно с теплотой принимают новости о проделках спустя годы. Особенно если в результате таких розыгрышей, конечно же, никто не пострадал и не был нанесен непоправимый ущерб. И тут почему-то хочется сразу вспомнить, что студенчество – великое, замечательное время, особое такое время в жизни каждого человека. И судя по всему, приколы раньше у студентов были намного интереснее, глобальных масштабов. И, кстати, предлагаем вам тоже в нашем телеграм-канале поделиться, возможно, своими какими-то историями из студенческой жизни. Да, возможно, стрелки часов с Кембриджского университета вы не прятали, не забирали себе. На годы. На годы, да. На век почти что на век, да. Но, тем не менее, я думаю, всем из нас есть что вспомнить, какие-то курьезные, интересные случаи, которые сегодня вспоминаются с теплотой. Говоря про плюсовую температуру, конечно, если верить прогнозам на неделю, то ночные холода, во всяком случае, в Якутске отступают, а дневная температура вовсе действительно может пересечь нулевую отметку и выйти в плюс. Самое время начать готовить свое тело к лету. Да и в целом передвигаться пешком мы начинаем больше. Это может сказываться на состоянии позвоночника, а чтобы таких проблем у вас не случалось, не лишним будет выполнить упражнения для укрепления спины. Наш инструктор прямо сейчас покажет эти упражнения. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений, который поможет нашей пояснице. Первое упражнение – это наклоны вперед. Сегодня у нас нет опоры, поэтому мы оттягиваем наш тазобедренный сустав назад в наклоне.
Раз. Не глубоко. 2, 3, 4, 5. Переходим на следующее упражнение. Ставим ножку перед собой на пяточку. И также отводим таз назад. Тянем пяточку. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли ногу. Раз, 2, 3, 4, 5. Обязательно ставим на пяточку. Следующее упражнение будет вот с помощью такого спортивного инвентаря валик. Если у вас нету дома валика, можно взять полотенце и свернуть его в тугой жгут. Валик мы распределили под поясницу или полотенчика наше, которое у вас есть. Берем нашу одну ногу и подтягиваем к груди. 10 повторений каждую ногу. 2, 3. Чувствуем, как тянется наша поясничка. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выдох. 10. Поменяли ногу. И раз. Выдох. Вдох поставили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь также наши ножки согнуты, и мы 2 ноги подтягиваем к себе на счет 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Обратим внимание, что поднятие с валика надо сначала сбоку. Поднимаемся легко, это для вашей безопасности. Совсем скоро мы поговорим с гостем нашей студии об очень важной теме, связанной со школьным образованием. Это будет уже через несколько минут, а сейчас прервемся на новостную сводку от наших коллег. И далее узнаем о знаменательных исторических событиях и праздниках. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Марфирина Алексеева. Приветствую! Расскажу о самых актуальных событиях к этому часу. В Министерстве иностранных дел России разъяснили механизм создания временных администраций по линии ООН. Передача территории обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Первым шагом было достижение договоренности между сторонами конфликта, после чего направлялось обращение к ООН, объяснил дипломат. Совет безопасности ООН дает прямое поручение Генсеку разработать принципы создания временной администрации. На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. В Россию вернулись 25 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими военными в Сумы, сообщил в Рио губернатор региона Александр
Эйнштейн в своем телеграм-канале. По данным губернатора, 7 человек были доставлены в больницу в Курске, 3 человека остались в больнице Брянска, 2 по дороге в Курск потребовалась медицинская помощь. Часть курян забрали родственники, все остальные размещены в пункте временного размещения. На месте их осмотрели медики, с людьми будут работать психологи и юристы. Возвращенным были вручены сертификаты по 30 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости. Один день школьники и студенты из города Докучаевска провели в селе Хатыстыр. В сельском детском саду Сардана гостям показали национальные эвенские настольные игры, а воспитанники подготовили вокальный номер и встали вместе с гостями в круговой танец. Учащиеся из Докучаевска также познакомились с экспонатами школьного музея, где собраны предметы быта эвенков, а затем изготовили собственными руками обереги в национальном стиле. Позже к ребятам присоединился герой России Игорь Юрген, рассказал о национальных видах спорта и предложил желающим испытать себя в прыжках через нарты, метании маута на хорей и ловле хариуса. Главным событием, которого ребята особо ожидали, стала встреча с оленями. Рутуб опроверг данные о блокировке в Турции, связав сбой с работой провайдеров. Данная информация не соответствует действительности. Рутуб в Турции работает, уточнили в компании. Там добавили, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров. Отмечалось, что сайт видеохостинга не открывается в Турции. Доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе. Специалисты взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в телеграм-канале, говорится в материале. Ранее телеграм-канал ШОТ писал, что в стране заметили распространение нового заболевания, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается. Они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель. Эвенский ансамбль «Энекен» из села Хатыстыр триумфально завоевал гран-при. Прошел республиканский хореографический конкурс «Танцует Якутия», и коллектив 40-летней истории стал гордостью своего наследия и всего эвенского народа. Хореограф ансамбля Фаина Валерьевна была признана лучшим хореографом Якутии за кропотливый труд и уникальный стиль коллектива. Отличительной чертой «Энекен» является оригинальная подача номеров и музыкальное сопровождение, созданное в студии «Тунгус Рекордс» Александром Константиновичем Аяматом. На данный момент в ансамбле насчитывается более 80 участников. Основная его функция – это фольклор. Фольклор. Они собирали, значит, народные песни. Это же было 80-е, 90-е. Вот, утрачивалась вот эта вот народность какая-то. И вот они решили это все сохранить. Спасибо им большое за это, да. И, значит, собирали фольклор, материал, костюмы традиционные. И, значит, и вот ансамбль возродили. Спасибо нашим коллегам. Ну а сейчас мы, Паша, вместе с тобой, да и с нашими телезрителями поговорим про глаза. Оказывается, цвет глаз человека может много рассказать о нем. Например, считается, что обладатели карих глаз имеют хорошее чувство юмора, они остроумны, но при этом достаточно вспыльчивы, импульсивны, а иногда даже и агрессивны. В противовес им зеленоглазые люди – это искренние, верные, преданные, нежные и добрые. Ну а что делать, Паша, допустим, если все-таки у человека разный цвет глаз? Ну да, как такое может быть, кто-то может спросить вообще, почему мы заговорили про цвет глаз и про людей с гетерохромией, так называемой, да, это разный цвет глаз, когда у тебя там один зеленый, другой голубой и так далее. Потому что сегодня отмечается День разноцветных глаз. Дата придумана с целью поддержать людей с разным цветом глаз, несмотря на то, что само такое явление скорее выглядит интересно, да, то есть действительно, интересно, как так. А обладатели разноцветных глаз, конечно же, могут испытывать некое стеснение или неуверенность, осознавая то, что, они, скажем так, не такие, как все. И вот оказать поддержку в таком плане и призван сегодняшний день. Ну а о других памятных событиях и праздниках сегодняшнего дня мы расскажем далее. На календаре 31 марта, по народному календарю Кирилл, Дери, Полос.
В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Свое прозвище Кирилл получил в народе благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст. Этот день в истории, 1814 год, русские и союзные войска вступили в Париж. В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. В 1893 году изобретена новая застежка, названная «молнией». В 1917 году Дания официально передала под управление США южную часть Виргинских островов. В 1943 году завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. В 1966 году в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. В этот день родились в 1596 году Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог. В 1685 году Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. В 1732 году родился Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель Венской классической школы. В 1882 году Корней Чуковский, русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок. В 1907 году родился Яков Джугашвили, советский военнослужащий, старший сын Иосифа Сталина. В 1931 году Тамара Тышкевич, советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка. В 1938 году родился Александр Збруев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Григорий, Данил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим. Ну, как мы сказали ранее, сегодня говорим о важном этапе в жизни каждой семьи. Это школьное образование, а именно подача заявления в первый класс. Время, когда малышам предстоит впервые вступить на путь знаний и открытий. Вот как подать заявление, какие документы необходимо подготовить, какие сроки следует учитывать, об этом нам расскажет специалист первой категории регионального центра телефонного обслуживания центра «Мои документы» Валерия Маркова. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, этот вопрос достаточно актуальный уже сейчас, несмотря на то, что 1 сентября еще ого-го, до него сколько, но великая битва за первый класс начнется уже завтра. А когда нужно подавать заявление зачисления ребенка в первый класс? 17 марта родители могут заполнить черновик для подачи заявления в первый класс о зачислении ребенка через портал госуслуги. Подать само заявление можно будет в день старта приемной кампании. У нас прием заявлений проходит в 2 этапа. Первый этап — это с 1 апреля по 30 июня для детей по месту регистрации и имеющих льготу. Дети, чьи братья и сестры уже посещают данную школу, либо дети военнослужащих, сотрудников полиции, МЧС и так далее. Второй этап у нас с 6 июля по 5 сентября в любую другую школу, если остались свободные места. Ну, а заявление, опять же, подается через портал госуслуг и в вашем центре. Да, все верно. А можно ли подать заявление онлайн? Или нужно приходить лично подавать? Это можно сделать электронно, самостоятельно, онлайн, через портал госуслуги. То есть приходить не обязательно Нет, в не центр «Мои обязательно. документы»? Все можно сделать онлайн. Вот, допустим, при подаче заявления, естественно, выбирается... Ближайшая школа. Ну, не обычно. ближайшая школа, на самом деле, там список я подавал уже. Точнее, создал черновик. Тем не менее, выходит целый список. Как правило, уже, если мы подаем через госуслуги, определяется по месту жительства ребенка, какие школы, грубо говоря, там прикреплены к его Все району. верно, да. Когда заполняете заявление на госуслуги, то форма, она автоматически выдает выбранную, определенную школу по месту регистрации ребенка. А можно ли поменять, допустим, школу? Если я, допустим, не хочу, чтобы мой ребенок учился вот именно в этом районе, а в другом. В этом случае что делает родитель? В данном случае получается, что именно как раз первый этап у нас по месту регистрации, Ждем второго этапа. второго этапа нужно будет дождаться. Если есть свободные места, то родитель может подать данную школу заявление. А сколько лет должно быть ребенку? Подать заявление именно к моменту зачисления в первый класс, к 1 сентября, ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8.
Также родители вправе обратиться с заявлением о зачислении ребенка в первый класс раньше 6,5 лет, либо позже 8 лет. При этом потребуется дополнительное заявление написать на имя учредителя школы. Да? И также получается... То есть это в виде Именно исключения можно, да? пройти нужно, да, психолога, медико-педагогическую комиссию, да, которая именно подтверждает готовность ребенка к образовательной программе. Мгм. Ну вот какие требования к тем, кто подает, собственно, заявление, и непосредственно к детям при подаче заявления? Требования? Да. Ну, то есть, например, опять же, касательно прописки, да, что должны Мгм. действительно быть прописаны территории. То есть Всё должен быть верно. прописан только ребенок или родители? Родители, ребенок. Ага. Мгм. А что делать, если, допустим, человек не может справиться с госуслугами? Ну, есть такие еще люди, которые действительно не Мгм. владеют этой программой, ну и вот, может быть, совершенно растерялись и не могут, как Павел Танин, сделать черновик и так далее. В данном случае, да, родители могут обратиться за помощью в сектор пользовательского сопровождения на базе центра «Мои документы» и также в секторах электронных услуг на базе библиотек могут оказать помощь при подаче заявления электронно. Мгм. Ну, а вообще оформление подачи заявления в госуслугах — это легкая процедура или нет? Да, довольно простая процедура. Там потребуется заполнить данные родителя, ребенка, свидетельство о рождении, да, паспортные данные родителя, место регистрации родителя ребенка и выбрать школу, то есть ввести название либо номер школы. Мгм. А какие-то нововведения есть в этом году? Да, в этом году имеется нововведение именно по автоматической отправке отложенного заявления. То есть в день старта приемной кампании заявление автоматически отправится о зачислении через портал госуслуги. Это Можно возможно. подзабыть немножко, да, в суете рабочих будней, а оно отправится автоматически. Да. Ну, мы, опять же, вот в самом начале разговора упомянули, что такая прерогатива, она касается категории, льготной Льготной категории населения, категории. то есть дети военнослужащих, многодетные, сотрудников правоохранительных органов Мгм. и так далее. А также, если ребенок как старший, допустим, уже в этой школе обучается, то родители тоже могут отложенные заявления в автоматическом режиме отправить. Остальным придется пободаться. Валерий, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам хорошего настроения и продуктивного рабочего дня. Вам тоже спасибо. Еще одно нововведение, но уже в сфере трудового законодательства. С этого месяца в трудовом законодательстве появилась новая статья, которая закрепляет наставничество как отдельную трудовую функцию, за которой теперь полагается оплата. Ну как здорово, потому что ведь до сих пор наставничество было, ну, можно сказать, такой общественной нагрузкой. Да, о том, что меняется с вводом нового закона и зачем это нужно, узнаем у нашего юриста. Доброе утро! С марта этого года введено новое понятие – наставничество в сфере труда. Под наставничеством понимается выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи во владении навыками работы на производстве или рабочем месте по полученной или получаемой другим работникам профессии. Наставничество было и раньше. Однако, как гласят изменения в законе, с 1 марта этого года этот вид работы должен носить оплачиваемый характер. Наставничество возможно с письменного согласия работника и отражается в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Там указывается поручение работы по наставничеству, содержание, сроки и форма выполнения такой работы, а также размеры и условия осуществления выплат за наставничество работнику. При этом размеры и условия осуществления выплат наставнику должны не только соответствовать действующим у работодателя системам оплаты труда, содержанию, поручаемому объему работы, но и быть не хуже, чем размеры и условия осуществления выплат за наставничество, установленные нормативно-правовыми актами и с соглашениями в соответствующей сфере. Знайте свои права.
Паша, ну вот мы продолжаем наш эфир, и, знаешь, поговорим на такую интересную тему. Доводилось ли тебе когда-нибудь отправлять фото своего паспорта? Вот иногда просят это сделать, там рядом сфотографироваться, там. Просто спонтанные люди неожиданно пишут в чат: отправь паспорт, да? Нет, на самом деле, конечно, приходилось. Речь, конечно, идет о ситуациях вполне рядовых. Это когда как-то дистанционно где-то какие-то документы нужно оформить. Ну, самое простое, там, ну, договор, пускай там вы какие-то услуги людям оказываете, да, как физлицо, ну, и как договор трудовой хотят срочно составить, чтобы время сэкономить, пересылаете фото паспорта. Мы даже не про верификацию в каких-то приложениях говорим. Да, а ведь, Паша, это совсем небезопасно, потому что злоумышленники не дремлют. И вот, кстати говоря, наш следующий сюжет подробнее расскажет об этом. Напишите мне, и я перезвоню. Ну, я так делаю, что мне еще остается? Вот. Мне ссылку даже дали здесь же. Сверху что там? Ну, смотрите. Бесконечная череда СМС-сообщений с предложениями микрозайма началась еще в прошлом году. Опытный журналист не обращал на них внимания, принимая за вирусные рассылки с фишингом. Однако все оказалось не так просто. Отправленное кому-то когда-то давно фото паспорта оказалось в руках мошенников. Благодаря этому они смогли получить на его имя множество микрозаймов. Здесь попасться это 5 минут, потому что в взаимоотношениях любых учреждений государственных ты должен общаться через государственные услуги, определенные вещи делать, вплоть часа приходится какие-то документы выпрашивать, штрафы платить и так далее, и так далее, и так далее. Это все в телефоне есть. У меня очень много приложений, много собеседников, много контактов. Есть там займы и так далее, и так далее. Там это все идет в таком рекламном режиме. Иногда ты хочешь что-то нажать, а нажимаешь на это. Люди, видимо, списывают эти все данные, и потом все. К сожалению, могу только одно сказать. Меньше общаетесь, меньше у вас круг людей, которых вы знаете и доверяете, тем лучше. А всем остальным лучше не доверять. При отправке фотографий своего паспорта или иных документов необходимо помнить, что в случае взлома телефона вашего адресата они могут попасть в руки аферистов. Во избежание подобных ситуаций необходимо исключить использование и распространение ваших персональных данных посредством ненадежных интернет-площадок. Ну, конечно же, паспорт вообще самый важный документ в нашей жизни, такой идентификационный документ, документ регистрации вас как гражданина Российской Федерации. А тем временем в Ленинградской области стартовала масштабная программа регистрации животных, но уже биометрическая. Владельцы с четвероногими друзьями активно посещают мобильные комплексы ветеринарной службы, где специалисты создают цифровые профили для каждого питомца с помощью специального оборудования для фотофиксации животных. Нейросетевые алгоритмы, разработанные корпорацией Госзнак, анализируют уникальные биометрические параметры, так называемый аналог Face ID, всем известного. Система с точностью 98,9% идентифицирует животное по особым точкам на голове и туловище, что позволяет в дальнейшем легко находить потерявшихся питомцев. Процедура занимает совсем немного времени. Собака идентифицируется, и в дальнейшем, если, не дай бог, питомец потеряется, можно будет сразу определить, что это именно ваша собака. С 1 января 2025 года все владельцы собак в Ленинградской области обязаны зарегистрировать своих питомцев по достижении ими 3-месячного возраста. Эта мера, предусмотренная новым областным законом, направлена на повышение ответственности хозяев и защиту животных. Ну, собственно, хорошая как бы инновация, инновационное решение, да, потому что, опять же, возвращаемся к вопросу свободно гуляющих животных, которые имеют своих хозяев, но тем не менее... А теперь вот так Face ID поднесешь, и будет написано «Иван Иванович Иванов, Кстати, хозяин». надо придумать приложение для смартфонов, чтобы можно подбегать тебе собака. Мне кажется, время не дремлет, да, не будет. не заставит тебя ждать, потому что действительно, если это есть сейчас в какой-то определенной программе, соответственно, это потом станет доступно и в наших гаджетах. И вот так увидишь на улице рыжую собачку, подойдешь, посмотришь, найдешь ее хозяина. Да. А потом вообще все через госуслуги можно будет делать, конечно же. Всегда потом этим заканчивается, поэтому, вообще класс. Мне эта новость очень нравится. Отлично. Ну, перейдем к следующей новости, которую тоже можно будет обсудить. Обычная поездка жителя Лос-Анджелеса
Лос-Анджелеса обернулась настоящим триллером для него и его пушистого спутника. Пока хозяин сидел на заднем сиденье машины, его котенок, беззаботно растянувшийся на приборной панели, неожиданно стал объектом охоты голодного ястреба. Хищник, заметив легкомысленно подремывающую добычу за стеклом, раз за разом пикировал на автомобиль, с громким стуком ударяясь о лобовое стекло. Котенок в первые секунды даже не понял, что происходит, пока не увидел в сантиметрах от себя распахнутые когтистые лапы и зоркий взгляд пернатого охотника. В панике малыш нырнул под козырек панели, превратив салон автомобиля в импровизированный бункер. А ястреб, осознав, что стал главным героем видеозаписи, ведь камеры наблюдения в машине зафиксировали всю эту драматичную сцену, с достоинством ретировался. Вот так. Ну, вообще... Уникальный кадр, я бы сказала. Насколько чистое лобовое стекло было у владельца машины, что ястреб даже его не заметил. Но в целом, конечно же, котенок, я думаю, очень сильно испугался. Вот такие милые, добрые новости. Знаешь, из мира животных. Из мира животных. Как всегда, мы любим мир животных. Кстати, сидишь, повернул голову, тут ястреб. Ястреб. Что будешь делать, как говорится? Ну а мы тем временем напоминаем, что по весенней традиции наша съемочная группа недавно побывала в Тампонском районе, и в рамках проекта «Весна на НВК» мы, конечно же, привезли оттуда массу интересных новостей. Например, сюжет о достопримечательностях поселка Хандыга. Давайте скорее посмотрим. На часах только 9 утра, а историко-краеведческий музей поселка Хандыга уже встречает гостей. Пластиночка 46-го года. Здесь можно не только узнать все об истории основания поселка, но и визуально подкрепить знания. Множество экспонатов, открывающих нам тяжелые годы освоения и строительства знаменитой трассы Колыма. Обширная экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа, напоминающая о трудном, но важном прошлом региона. Историко-краеведческий музей поселка Хандыга был открыт в 2017 году. Наш музей ежегодно посещает очень много туристов. Туристов не только нашей республики, но и Центральная Россия, и есть посетители из дальнего зарубежья. На самом деле мы с удовольствием работаем с детьми, проводим различные мастер-классы. В летний период это каникулярные мероприятия для детей. Приглашаем всех жителей нашей республики посетить наш музей. Будем рады нашей встрече и с удовольствием поделимся нашей историей Тампонского края и историей Якутии. Также, прибыв в Хандыгу, вас ждет множество удивительных мест и впечатлений. Например, огромная летающая тарелка посреди главной улицы поселка. Как выяснилось, внутри объекта располагается детская школа искусств. Здесь же, на главной улице поселка, расположилась Центральная библиотека. Ведущий библиотекарь Любовь Корнеева рассказала о том, насколько важно и нужно приобщать юное поколение к чтению. Наша Тампонская модельная библиотека расположена, как вы видите, в красивейшем здании, новом, современном, отвечающем всем требованиям. В нашей библиотеке отдельно находится детская библиотека, где ребята приходят, с удовольствием здесь занимаются. Всего наш книжный фонд составляет более 180 тысяч экземпляров. Это всех филиалов библиотек, а конкретно детская и сектор обслуживания более 60 тысяч. Сегодня библиотека креативными мероприятиями занимается. Мы не только читаем книги, мы проводим очень большое количество мероприятий. Как и в любом населенном пункте, в поселке, конечно же, есть своя главная площадь. Удивительно, но здесь, в Хандыге, она выглядит более чем скромно, и выдают ее лишь памятник Владимиру Ильичу и располагающийся рядом ель. Первое, что бросается в глаза по приезду в весенне-зимний период, это черный снег. По незнанию можно решить, что это пыль или грязь, но на самом деле это напрямую связано с тем, что поселок является промышленным и отапливается исключительно углем. Надежда Кузнецова, Илья Сыромятников, Хандыга.
Но вот я непосредственно была участником этой командировки, и действительно, вот знаешь, Хандыга, она уникальна. Вот сейчас посмотреть на кадры, несмотря на то, что вот все такое черное, снег, ну, в связи с тем, что отапливается углем, очень светлые эмоции испытываешь там, не знаю, очень добрые люди, отзывчивые. Мы так хорошо там, знаешь, перемещались, нас так хорошо встречали, кормили, поили. Люди были рады увидеть телевидение в поселке. Нравится просто в этом моменте, мы хорошо перемещались. Ну, потому что, знаешь, но иногда бывает сложно в трудно отдаленных местах вот просто перемещаться по населенному пункту, потому что действительно сложности встречаются, вот, когда мы ездим в командировки. А здесь все было достаточно просто, легко и очень добродушно, я бы сказала. Вот, Ну, это здорово, и за вас остается только порадоваться, и порадоваться за телезрителей, что вы такую красоту показали, потому что вся неделя, да, была посвящена там Пунскому улусу, и вот я, допустим, там тоже ни разу не был, и было приятно за этим всем смотреть. Ну, а теперь мы хотим передать слово нашей коллеге Веронике Тамтосовой. Она вышла на улицы Якутска и поинтересовалась, как может простой прохожий подарить хорошее настроение другому прохожему. Всем доброго утра, наступила весна, у нас появилось солнышко, и мы решили нашу рубрику «Этикет» вывести на улицу, а именно узнать, чего же не хватает с утра людям от незнакомцев, чтобы поднять настроение. Ну, я думаю, что улыбнуться будет достаточно. А что думают горожане? Узнаем прямо сейчас. Ну скажите, что должен сделать посторонний человек утром для вас, или что сказать, чтобы вы улыбнулись? Для начала доброе утро. И улыбнуться вам в ответ? Да, именно так. Что бы с утра мог сказать вам и сделать незнакомый человек, чтобы поднять настроение? Вы выиграли суперприз какой-то лотереи. Доброе утро и улыбнуться, пожелать хорошего дня. Улыбаться навстречу и все. И все? И все. Чтобы жена сказала, на сегодняшний день успеха и все остальное. Этого будет достаточно? Ну, достаточно, я думаю. Скажите, пожалуйста, вот незнакомый человек, что может быть вам с утра сказать или вам сделать, чтобы у вас поднялось настроение? Улыбнуться просто. Спасибо большое. Этого хватит. Еще одним способом поднять настроение с утра, конечно же, является юмор. Кстати, помните, как раньше мы друг другу рассказывали анекдоты? Сегодня этот жанр как будто бы начинает уходить в историю. Но, тем не менее, сейчас почему-то мне вспоминается один такой анекдот. Пятница, вечер, учитель русского языка, поздно возвращаясь домой, уставший, видит на заборе объявление «Обои». Не теряя ни секунды, он достает ручку и исправляет надпись на «Оба». Не зря вспомнился именно этот анекдот, ведь на очереди наша постоянная рубрика «Говорим правильно», где мы узнаем о тонкостях применения собирательных числительных «обе» и «оба». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами говорим о подводных камнях изменения числительных по падежам. Мы с вами уже вспоминали о том, что у порядковых числительных изменяется только последнее слово. Например, в 2024 году в музее было организовано множество выставок. Кроме того, мы с вами говорили о том, что есть особенности образования форм сложных числительных, что когда мы их меняем по падежам, мы должны изменять обе части, из которых это числительное состоит. Поэтому более 200 или к 300. А сегодня мы с вами поговорим еще об одних сложных словах, которые относятся тоже к числительным. Это слово «оба» и «обе». Это так называемые собирательные числительные. Как образовались эти числительные и вообще откуда они появились в русском языке, мы с вами поговорим в другой раз. А сегодня обратим внимание на изменения этих слов по падежам. Дело в том, что слово «оба» и «обе» имеют род. Это проявляется в том, что они сочетаются с существительными разного рода. Числительное «оба» сочетается с существительными мужского и среднего рода, а существительное женского рода сочетаются с числительным «обе». Поэтому при изменении числительных «оба» и «обе» нужно учитывать род существительного, с которым они сочетаются. Например, я восхищаюсь обеими скульптурами. И я заинтересовалась обоими эскизами к этим скульптурам. Слово «скульптура» женского рода, поэтому обеим скульптурам. Слово «эскиз» мужского рода, поэтому обоим эскизам. Давайте говорить правильно
Всего доброго! Ну а вот от 2 мы перейдем к 12. Именно столько созвездий представлены в астрологическом круге. Сильно ли влияет на жизнь человека то, под каким знаком зодиака он родился? Ну, скорее всего, это влияет на что-то, но в целом не глобально. Тем не менее, представляем вам астрологический прогноз на всю наступившую неделю. Овен. Неделя принесет овнам неожиданные возможности для карьерного рывка, поэтому будьте наготове. Финансовые дела потребуют от вас осторожности и внимательности. В выходные желательно больше времени уделить своему здоровью и отдыху на природе. Телец. В начале недели тельцы почувствуют прилив энергии, который идеально подходит для старта новых проектов. Будьте внимательны к советам близких. Среди них может оказаться ценная подсказка. Четверг и пятница удачны для решения финансовых вопросов и заключения сделок. А в выходные лучше себя не перегружать. Посвятите время хобби, которые приносят вам вдохновение. Близнецы. Для близнецов неделя станет временем интересных открытий и ярких впечатлений в личной жизни. Постарайтесь не упустить возможность получить полезный опыт, предложенный коллегами. В четверг избегайте спонтанных трат, они могут негативно отразиться на бюджете. А в воскресенье лучше всего провести время в компании близких друзей, чтобы укрепить ваши отношения. Рак. Ракам предстоит неделя, насыщенная эмоциональными событиями, поэтому важно сохранять баланс и избегать конфликтов. Во вторник вы получите неожиданную новость, которая может изменить дальнейшие планы. В конце недели стоит обратить внимание на здоровье и уделить время физической активности. Выходные прекрасно подходят для прогулок и семейных встреч. Лев. Львам звезды рекомендуют сфокусироваться на важных профессиональных задачах. Это существенно улучшит ваше положение. Постарайтесь не распылять энергию на мелочи и сосредоточьтесь на главном. Четверг и пятница принесут неожиданные, но приятные финансовые новости. На выходных стоит отдохнуть и посетить культурные мероприятия. Дева. Неделя будет для дев периодом переосмысления своих жизненных приоритетов и целей. Возможны интересные знакомства, которые позитивно повлияют на вашу личную жизнь. Среда – благоприятный день для приобретения бытовой техники и решения домашних вопросов. А в выходные избегайте общения с токсичными людьми, выбрав вместо этого занятия по душе. Весы. Весам предстоит решать вопросы, которые давно откладывались на потом. Постарайтесь подойти к этому делу спокойно и рационально. В личной жизни наступает удачный период для романтических свиданий и признаний. Возможны финансовые поступления ближе к концу недели, но расходуйте их осмотрительно. В воскресенье удачно запланировать небольшую поездку за город. Скорпион. Скорпионы на этой неделе будут чувствовать подъем энергии и уверенность в своих силах, что позволит вам завершить начатые ранее проекты. В личных отношениях будьте открыты к новым впечатлениям. Это укрепит связь с любимым человеком. Стрелец. Стрельцам предстоит неделя творческого подъема, когда идеи будут приходить одна за другой. Это отличное время для того, чтобы начать новый проект и приступить к изучению чего-то нового. Среда может принести интересные предложения по работе, которые улучшат ваше финансовое положение. В конце недели избегайте эмоциональных перегрузок, предпочитая тихий отдых. Козерог. Неделя потребует от козерогов особой концентрации и дисциплины. Будьте внимательны к мелочам, от этого зависит успех ваших начинаний. Среда и четверг удачны для финансовых вложений, которые обещают стабильную прибыль. В выходные не забывайте и о личной жизни. Водолей. Водолеям предстоит период приятных перемен в личной жизни. Возможно, знакомство с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Середина недели подходит для завершения старых дел и подготовки к новым проектам. В субботу или воскресенье запланируйте небольшое путешествие. Рыбы. Неделя станет для рыб временем, когда стоит заняться планированием и обдумать свои дальнейшие шаги в карьере. Середина недели принесет вам приятные финансовые новости или подарки от близких. В личных отношениях избегайте излишней сентиментальности. Сейчас важны конкретные действия. А в выходные вы можете получить предложения, которые стоит внимательно рассмотреть. А теперь прервемся на сводку новостей от наших коллег из информационной службы, после чего вернемся и поговорим с гостем нашей студии об одном грандиозном событии, которое состоится в Якутске уже в эти выходные. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. Давайте продолжим.
В России с 1 апреля на 4,5% проиндексируют размеры финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. С 1 апреля единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости 78 375 рублей. При полной утрате 156 750 рублей. Выплаты родственникам погибших более 1,5 миллиона рублей. За вред здоровью до более 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей. Прецедентом стал спор Томского ТСЖ с местным жителем, который не платил коммунальные платежи и взносы за капремонт более 5 лет и накопил долг почти в 445 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, которая прожила вместе с ним. Когда дело дошло до Верховного суда, тот обратил внимание, что должник был несовершеннолетним, поэтому задолженность надо взыскивать не с него, а с его родителей. Поскольку нижестоящие инстанции не озаботились привлечением к делу его отца, Верховный суд отправил дело на пересмотр. В селе Тамтор Аймеконского района дан старт фестивалю зимнего туризма «Полюс холода». Мероприятие собрало сотни гостей со всей республики и других регионов России. Торжественная церемония началась с поднятия флага фестиваля. Также состоялась церемония возвращения символа холода хранителю мороза Чисхану, знаменуя завершение зимнего цикла и наступление весны. Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Гостей ждут игры Чисхана, конкурс красоты и таланта «Хозяйки Севера», экстремальный скайранинг, гонки на снегоходах. Также самые отважные гости смогут испытать себя, окунувшись в незамерзающий источник Эйюме при экстремально низких температурах. Круговой танец дружбы Асохой завершил торжественную церемонию открытия. Я каждый год посещаю фестиваль. Сегодня я каталась на буранах. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, особенно вот на оленях кататься. Вот, и там все очень понравилось. Сейчас ждем уже бурана, самое интересное. В Якутске состоялись гонки «Полярная звезда». В борьбу за победу в традиционных соревнованиях выступили 25 пилотов. Для участия на этом старте каждая команда провела большую работу по подготовке автомобилей для экстремального заезда. Победитель определяется по наименьшему количеству времени, потраченному на прохождение трассы длиной 1500 метров. Отметим, что эти гонки стали 25-ми, юбилейными по счету. 25 лет подряд проводим ледовые гонки. Но это традиционно март месяц в связи с погодными условиями нашей республики. И в данном виде соревнований принимают участие два класса. Класс «Лада стандарт», это то есть ВАЗ-2108 в стандартном варианте. Единственное, что здесь изменения в резине и все, да. На этом пока все. Хорошего всем дня и встретимся в эфире. 6 апреля 2025 года в столице Республики Саха-Якутия пройдет 15-й республиканский конкурс-фестиваль «Вальс Победы-2025». Это грандиозный праздник, где в ритме вальса соединяются память о подвиге наших предков, любовь к искусству и дух патриотизма. И сегодня подробнее о фестивале нам расскажет Михаил Сивцев, организатор фестиваля «Вальс Победы-2025». Михаил, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите подробнее о фестивале и кто может принять в нем участие. Ну, много можно сказать, просто это мы уже 15-й раз проводим, ежегодно проводим такой фестиваль, которым каждым годом участников все больше и больше. А основная суть, что участники вот внутри, судя по названию, они будут танцевать вальс или что-то связанное с танцами. Правильно ли мы понимаем? Да, ну, одним из самых важных элементов нашего фестиваля это вальс, естественно. Вальс, вы прекрасно знаете, времена, когда победа, да, все кружились, и все это очень прекрасно знаем. Ну и, соответственно, участники имеют какие-то разграничения по возрасту? Или любой желающий, кто умеет вальсировать, может стать участником?
Нет, мы тут взяли свои возрастные категории. В нашем фестивале будет принимать участие, соревнования будут проходить по 26 возрастным категориям. 4 кубка будут для старшего поколения, да, и у детей 12 групп. Вот так. Возрастных. А самые маленькие, они у нас эти 5-6 лет. Уже вальсируют, да? Да. У них свои традиционные танцы. Да. А самые возрастные участники фестиваля это? Мы сделали группу ветераны. Они возраст у нас тоже как в танцевальном спорте, да, это по возрастам сделали, там, где принимать по младшему возрасту. Поэтому ветераны у нас входят старше 76 лет. Ух ты, ничего себе. И я так правильно понимаю, участвуют как минимум парами, да, команда, состоящая из пары, потому что вальс это все-таки про 2 человек в танце. Правильно. А фестиваль приурочен к 80-летию Победы, верно? А какие особенные моменты подготовлены в программе, чтобы почтить эту дату? Мы к нашему фестивалю, да, мы за год очень серьезно подготовили. Мы специально, Любовь Алексеевна Андросова, с села Хамагатта, да, заслуженный работник культуры Республики Саха, одной из популярных ансамблей нашей Якутии, ретро-данс, да, она специально поставила танец «Синий платочек». И целый год мы его пропагандируем, и многие участники его обязательно будут танцевать. Еще одна из особенностей этого года – это музыкальное сопровождение в виде живого оркестра национальных инструментов при этом всем. Почему выбрали такой формат? Как это на атмосфере может отразиться? Отразится, скорее всего, в положительную сторону. Да, это очень хорошее новшество. Мы впервые так сделали, да. Егор Иванов, он сейчас в данное время работает в Национальном театре танца, да. Он взял себе такую нагрузку, работать национальным оркестром, и специально сделали именно танцевальную музыку, да, для нашего конкурса. Естественно, это, сами понимаете, совершенно настроение, дух совершенно другое. До этого мы в основном пользовались классической европейской музыкой, а в этом году будет у нас играть в конкурсах именно оркестр такой. Национальных инструментов. Да. Да? Здорово. Но еще одна фишка этого фестиваля – это флешмобы. Как они помогают объединять всех людей разных возрастов? В принципе-то это давно, это модный тренд для нашей Якутии, да, и поэтому мы уже давно знаем, ежегодно делают специальные танцевальные флешмобы, да, поэтому в этом году тоже от этого мы не отказались. Не отказались. То есть можно и не супер танцующему человеку хотя бы попробовать, да? Да. А в целом в танцевальной программе принимают участие заранее какие-то определенные танцоры или сейчас, потому что до 6 апреля еще остается время, почти неделя, любой желающий сейчас могут собрать пару и прийти поучаствовать? Это очень сложно. У нас... Кастинг? Нет, не кастинг, просто мы в этом году Союзом танцевального спорта Республики Саха-Якутия, президентом, который является Людмила Валерьевна Николаева, да, и мы до этого всегда использовались на нашем фестивале и их структуры. У нас конкурсы идет специальной программой, да, программа, которая все заранее зарегистрируется, каждая пара по своему категорию. И у нас все очень известные жюри,
отбор от количества в этом году будет, каждая категория будет от 7 до 11, да, членов жюри, да, и они будут отбираться за самых лучших пар. Да, в этом. То есть случайных людей среди участников не будет? Нет, это танцы очень сложные, поэтому мы его каждый год систематически проводим, пропагандируем. За год заранее уже со своими коллегами мы уже ежегодно в сентябре проводим свои семинары, да, и там уже решаем, какие танцы включать. Михаил, а если говорить про вас, сколько лет вы танцуете? Ну, можно сказать, я не танцую, я руководитель народного коллектива «Мозаика». Вообще-то начал тоже со взрослых. ДК «Строитель» пришел, и тогда пришли молодые студенты, работающие. Потом мне очень известный руководитель профессиональный танцор, да, мне вот советовал, надо детьми заниматься. И пошло, дети начали очень бурно, очень хорошо. Это же целая история. Целая история. Да, а потом обратно, конечно, столько лет детей как спорт, все-таки это спортивные танцы, танцевальный спорт, это больше всего как спорт. Ну, у нас есть понятие, тенденция, вообще понятие это или культура, или спорт. Я считаю, что у нас это сочетание. Все вместе произошло. Ну, спасибо вам за эту беседу. Желаем, чтобы фестиваль прошел отлично, тем более 15-й юбилейный. Мне кажется, все сходится, чтобы просто была феерия, тем более еще и с танцами это очень сильно связано. Хорошего вам дня. Ну и сразу, конечно, желаем вам, дорогие наши зрители, тоже отличного настроения. Пусть день пройдет легко и с улыбкой. До новых встреч. Увидимся завтра.